Поэтические строки Лермонтова о Кавказе, осетинская лира Коста, сказания о нартах. В Русском академическом театре сегодня торжественно открыли год литературы. В зале собрались молодые профессионалы. Сейчас век информационных технологий, интернет, контакты, все остальное. И обычная простая книга сейчас чуть-чуть не актуальна, теряет свой вес. И возрождение интереса к книге, к любви, к чтению, которая была в Советском Союзе, как я застал своих старших, это очень похвально и достойно. По крайней мере, я очень всеми силами души поддерживаю то, что сейчас делается. Очень. Актеры Русского и Осетинского театров представили произведения классиков и современных писателей, поэтов и драматургов. Гости услышали неповторимые строки бессмертных поэтов – Пушкина, Лермонтова, Коста Хитагурова. Молодые актеры оживили в этот вечер истинных мастеров слова. Люблю я Кавказ, в младенческих летах я мать потерял, но мнилась мне в розовый вечер час, та степь напоминала мне памятный глаз. Кавказ и Осетия всегда вдохновляли не только российских, но и зарубежных писателей и художников. С началом года литературы поздравил первый заместитель председателя парламента Станислав Кисаев. Сегодня необходимо обратить внимание общественности к литературе как к особому виду искусства. Возвратить утраченный интерес к чтению художественных произведений, отметил вице-спикер. Вспоминаются слова Дмитрия Лихачева, нашего великого академика, который сказал: потеря культуры – это потеря национального суверенитета. И немножко, если перефразировать классика, в данном случае я уже говорю, раз мы говорим о годе литературы, о Гарсиа Лорка, который сказал: нужно хотя бы изредка омывать душу театром. То же самое я могу провести параллели, сказать, нужно хотя бы изредка омывать душу хорошей литературой, высокой поэзией, высокой драматургией, высоким романом, высоким искусством. Студенты факультета актерского мастерства перенесли зрителя в эпоху войны на Кавказе, показав отрывок из поэмы Гриша Плиева «Семь черкесок». В рамках Года литературы в Северной Осетии запланированы различные мероприятия. Среди них акция «Библионочь», празднование Дня славянской письменности и культуры, а также вручение молодым литераторам премии. Рая Дзантьева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.